Чехи, чехты. Хуан да, мукля, чехты гивеха. Уже дикая, анализы дикая. Цифры ползут вверх, иммунитет, по-видимому, падает. Расскажем о ситуации с ковидом в Сунжинской районной больнице. Мы приехали сюда, чтобы мы с вами выработали единый механизм и по одной механизме работали. Будут думать вместе, как бороться с правонарушениями. Об этом сегодня говорили на встрече Общественного совета МВД с жителями Нестеровского. Уголок потребителя Андреевича повесили. Почему нет? Я говорил хозяину, говорил вам, когда вот работники здесь были, что повесили, передали начальству. Все должно быть по закону. В Карабулаке проверили объекты предпринимательства. Кто не платит налоги? Эта труба у нас пойдет от насосной станции наверх, к резервуару. В Малгобеке строится водонасосная станция. Реализация федеральной программы «Чистая вода» в рамках нацпроекта «Экология». 4 боя у меня, из них 4 победы. В третьем бою я выиграл, это призеры России. Ингушские боксеры завоевали 19 призовых мест на различных турнирах, проходивших в Ставрополе. Это новости 24. Здравствуйте. 85 человек за сутки с подтвержденным диагнозом ковид. 50 пациентов в тяжелом состоянии, 20 из них на ИВЛ. Это данные оперативного штаба. 1477 человек остаются под наблюдением. В больницы попадают с семьями. Врачи борются за здоровье каждого, рискуют собой, часто заражаются. Есть и трагические случаи. Об одном из таких репортаж Муслима Ганиева. Число больных COVID-19 продолжает расти. Что ни день, то новый антирекорд. На этот раз мы в Сунжинской районной больнице. Сюда поступают пациенты сельских поселений района с подтвержденным диагнозом. Ежедневно от 2 до 5 больных. Для них здесь развернули около 100 коек. Пока мест хватает. Тяжело было, но уже лучше, уже хорошо. Харон Цичоев в больницу попал несколько дней назад. Симптомы все те же. Температура, одышка, общая слабость организма. Лечение на дому результата положительного не принесло. Положение мой акцент. Аж до положение каще. Аппарат, самогрей, толуж до. Ворж дикя хажаб. Далее следуем на первый этаж больницы. Здесь расположилась реанимация для больных ковидом. Цифры не радуют. 7 человек проходит лечение. Часть из них подключена к ИВЛ. Некоторые в состоянии бреда. Именно от них слышны звуки на фоне записи. Это у нас основная палата. Здесь находятся более тяжелые больные. Больная Микиева поступила 14 числа. Больная тяжелая, с КТ-3 степени. Изначально поступила тяжелая. В основном они дома температурят несколько дней. Уже в связи с тяжестью состояния поступают обычно к нам в отделение. На данный момент тяжелая, находится на кислородной маске. Сатурация на кислородной маске адекватная, 96-97. Но состояние все равно тяжелое у больной. Состояние Марем Баркинхоевой, которая также находится в реанимации, уже пошло на поправку. И поэтому женщина просится на выписку. Чехты. Хуан да, мукля, чехты гивеха. Уже дикая, анализы дикая. Хуан да, мукля, чехты ги хорошо. Да. А? Тахане. Тахан маалдясь, тахан не хища. Хуан чехты гивеха. Холхе. На садуах вехам, давай, садуах давай, да, люах вехам.
Все золотое, все. В последнее время в республике наблюдается тенденция, когда на больничную койку попадают семьями. Супругов Актамировых сюда доставили 8 декабря, причем обоих в отделение реанимации. Оксане на днях стало лучше, у нее наблюдается положительная динамика, а вот муж все еще на ИВЛ. Состояние тяжелое. Это аппарат ИВЛ. Больной находится на неинвазивной вентиляции легких в режиме ВИПАП. И на этом режиме поддерживается необходимое количество, необходимая сатурация для больного. То есть больному проводится неинвазивная вентиляция легких, которая ему необходима на данный момент. Больной Актамиров поступил 8 числа, поступил изначально в терапию, инфекционное отделение. Вследствие тяжести состояния был переведен с терапии в реанимационное отделение. На данный момент состояние тяжелое, находится на неинвазивной вентиляции, проводится необходимые диагностика и лечение. То есть аппарат доводит сатурацию до 100, да? Да, конечно. Без участия самого пациента? Нет, конечно, больной сам участвует. Это просто вспомогательный режим. Это не принудительный режим, а вспомогательный режим. Республика продолжает борьбу с коронавирусом. Врачи работают на износ, но со своего поста не уходят. Самоотверженно и без устали несколько сотен медработников по всей республике стоят на страже нашего здоровья. Но и среди них есть жертвы пандемии. Недавно умер еще один медработник. Врач-пульмонолог Мадина Евлоева до последнего боролась за жизнь пациентов в Сунжицкой районной больнице. 22 ноября с подтвержденным диагнозом коронавирус была доставлена в ковидное отделение Сунжи. До этого лечилась на дому, но больше ждать уже было нельзя. К тому времени поражение легких было уже около 90%. Была доставлена в родильное отделение, инфекционное отделение с диагнозом коронавирусная инфекция, двусторонняя пневмония полисегментарная, с дыхательной недостаточностью уже выраженной. Сатурация 82 при поступлении. Беременность 28 недель, 4 дня. Больная была в тяжелом состоянии. Из-за тяжелого состояния Мадина была переведена из родильного отделения ковидной больницы в реанимационное. Там была подключена к вентиляции легких. В таком состоянии она пролежала несколько дней, но лучше уже не становилась. И тут врачи решили, ждать больше нельзя. Ребенка надо спасать. Спинномозговой анестезия была проведена, операция кесарево сечения. Ребенок 28 недель был переправлен в перинатальный центр. Далее больная находилась в реанимационном отделении, проводилась неинвазивная вентиляция легких и, естественно, дальнейшее лечение. Также проводились телеконсультации, проводилась телемедицина. Все время мы консультировались с Москвой, с Кулаковским центром и проводили лечение. Вторая волна ковида накрыла практически все страны. Анкара ввела комендантский час. В Великобритании заявили, что обнаружили новую мутацию вируса. Из-за пандемии там усилены меры предосторожности. В Германии введен общенациональный локдаун до 10 января. Закрыто все, кроме продуктовых магазинов и учреждений жизнеобеспечения. В нашей стране пока жестких мер не ввели, но ситуация ухудшается с каждым днем. Мусим Ганиев, Адам Далаков, Новости 24. Правительство расширило перечень лечебных продуктов для детей-инвалидов. С 2021 года список пополнится 11 новыми позициями. Напомню, такие продукты выдаются детям с редкими заболеваниями. В основном это жидкие и сухие смеси, в том числе для зондового использования. Они закупаются за счет средств федерального бюджета, а затем распределяются бесплатно по рецепту лечащего врача. Перечень продуктов каждый год формирует специальная комиссия Минздрава при участии главного внештатного специалиста по медицинской генетики. Не спрятаться, не скрыться даже на просторах интернета. Ответственность в случае злоупотребления, распространения информации в соцсетях рано или поздно настигнет. За этим следят компетентные органы. Случаи, при которых нарушителям грозит уголовная ответственность, оговорены законом. К ним относят и призыв к экстремизму. Воздействуют на потенциальных провокаторов и истинным словом религии. Репортаж Муслима Ганиева. В тот момент, когда я писал пост, я не знал, что это может привести к уголовной ответственности. Что за свои действия придется отвечать, Ахмед Бекмузаров понял лишь спустя некоторое время. Причем к ответу могут призвать не только за действия в реальной жизни, но и виртуальной. Публикация в социальной сети ВКонтакте ему может стоить лишения свободы до нескольких лет. В июне 2019 года я разместил публикацию «Призыв к экстремизму». Я сожалею и раскаиваюсь, что разместил публикацию,
разместил публикацию. Надеюсь, что это больше никогда не повторится. Многим кажется, что интернет – это некое отдельное от остального мира пространство, где действуют свои законы и правила. Однако это не совсем так. Законодательство имеет в сети не меньший вес, чем в подлинной реальности. Ответственность по большинству в сети преступлений наступает с 16 лет, а значит, к публикациям нужно осознанно относиться даже в юном возрасте. Честно слово, я не знаю. Может, какое-то наше упущение может быть, может, какое-то, не знаю, может, со стороны что-то у него. Ну, не могу сказать точно, что привлекло его к этому. А вот обстановку в семье вы говорили, что нельзя делать? Дела говорили всегда. Дела говорили, не доглядели, наверное, скорее всего. Научиться на чужих ошибках у Ахмеда Бекбузарова не получилось. Видимо, не так серьезно относился к советам и уговорам старших. Однако сейчас понял, что свернул на неправильный путь и уже сам призывает других учесть его горький опыт. Сегодня Ахмед в непривычном для себя амплуа лектора. Учащиеся столичного лицея внимательно слушают выступления и пытаются вынести для себя уроки. Вы должны знать, если вы будете подвергаться к терроризму, экстремизму, вы можете привлечены к уголовной ответственности, также административной ответственности. Каждый из вас должен знать, если вы заходите в социальные сети, вы должны знать, что вы там пишете, вы должны осознанно все это делать. Но я больше узнал о том, что нужно меньше доверять людям незнакомым. Если тебя пишут с незнакомого номера, нужно спрашивать, зачем, то есть нужно быть наблюдательным. Также я узнал, что интернет – это такой способ, чтобы вербовать их, и что нужно опасаться этого. Религиозные деятели продолжают неустанно повторять: ислам ничего общего с экстремизмом и террором не имеет, а в качестве доказательства приводят хадисы. Ислам ни в коем случае не приемлет ни экстремизм, ни терроризм, который вытекает из экстремизма, ни проявление крайнего фанатизма, ни в коем случае, так как есть множество аятов, хадиса пророка, алейхиссалату вассалам, которые осуждают проявление любой радикальности. Если взять хотя бы элементарно один хадис пророка, алейхиссалату вассалам, в котором он говорит: «Лейса минна ман даа иля аль-асабия», не из нас тот, не является последователем пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалам, или последователем уммы пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалам, тот, кто призывает к фанатизму, к радикализму. Это проявление крайности в любом случае. И проявление крайности, в каком виде это ни было, это осуждается исламом. Уголовная ответственность за действия в сети интернет грозит тем, кто осознанно или намеренно призывает к экстремизму и терроризму, нарушению границ территории России, ненависти к определенной категории лиц, принадлежащих той или иной национальности, а также публично оскорбляют верующих. Вы можете писать не в чей-то конкретный адрес в интернете, достаточно репоста или даже лайка. Специальные службы мониторят социальные сети, выявляют провоцирующие материалы, отслеживают конкретных пользователей. Об этом должен помнить каждый перед тем, как что-то постить. Муслим Ганиев, Магомед Белакиев, Майрбек Миржоев. Новости 24. Остановить правонарушения пока не поздно. С этой целью представители Общественного совета МВД Республики Ингушетия выехали в сельское поселение Нестеровское. В местном ДК обсудили наболевшие темы, среди которых ДТП, мошенничество, наркомания и несоблюдение общественного порядка на свадебных торжествах. Такие встречи являются связующим звеном между населением и стражами правопорядка. Репортаж Микаила Тангиева. Мы приехали сюда, чтобы мы с вами выработали единый механизм и по одной механизме работали. О проблемах в обществе принято говорить среди друзей, знакомых и коллег, но, как правило, дальше разговоров дело не заходит. Представители органов внутренних дел встретили жителями села Нестеровское, чтобы не только поднять злободневные темы, но и на месте принять конкретные решения по насущим вопросам. Один из таких – свадебные кортежи, лихачество на дорогах, подложные номера, бесцельная стрельба в воздух, целый букет нарушений общественного порядка. По нашей республике проходит федеральная автомобильная дорога, кто только не ездит по этой дороге. С других субъектов. Кто-то к нам в гости проезжает. Где-то что-то увидят, кто-то стреляет, сразу говорят. Но эти стреляют единицы. Ну, а пятно как падает на всю республику. Мы провели анализ таких правонарушений, которые совершены, это значит 19 правонарушений. В том числе один факт и
жителями сельского поселения. Аварии на дорогах – одна из самых болезненных проблем для нашей республики. Начальник управления ГИБДД по Ингушетии приводит неутешительную статистику за последние 11 месяцев. 186 ДТП, пострадало 334 и 62 человека погибло. Из них 27 умерли по вине несовершеннолетних водителей, у которых не было права на вождение. В любой ситуации нужно начинать с себя. Никто же не даст ребенку, а 15 лет это еще ребенок, никто ему не даст заряженное ружье играть, правильно? Но никто этого не сделает. Почему дают ключи от автомобиля? Автомобиль не менее опасный, если не более опасный, чем ружье. Ружье там двухствольное 2 раза выстрелит. Машиной можно и 10 человек убить. Еще одна популярная тема среди населения – это мошенничество в интернете. По сравнению с прошлым годом преступные действия любителей легкой наживы в 2020-м выросли почти на 30%. Это 203 случая по итогам анализа МВД. Способы обмана предприимчивых граждан увеличились и стали куда эффективнее. Примеров очень много. Мне установили лицо Инстаграма при покупке мобильного телефона iPhone 8. Мошенническим путем завладели принадлежно. То же самое мы через 3 часа, значит, с доставкой телефона направим. 20 тысяч рублей стоит iPhone. Скинули через WhatsApp счет. Деньги не только 20 тысяч рублей, которые я сказала, еще 10 тысяч, 30 тысяч рублей. Буквально через минут 5 заблокировали карту, все, вопросов нет. Деньги ушли, телефона нет. Помните, дорогие земляки, без вашего согласия, его никто никогда не может заблокировать карту. Не обошли стороной тему наркомании среди молодежи, в том числе и оптичные препараты, лирика, тропикомед и многие другие. В наркологическом диспансере увеличилось число молодых ребят и даже девушек, поставленных на учет в связи с употреблением незаконных веществ. По словам участников встречи, нужно увеличить профилактические беседы с учащимися школ и вузов, а еще лучше начать с семьи и довести до детей масштаб вреда от употребления наркотиков. Проводится большая работа по установлению, пресечению каналов поступления этих сильнодействующих веществ к нам на территорию. За 2020 год уголовной ответственности было привлечено более 20, если быть более конкретным, 22 лица, которые являются достаточно крупными поставщиками вот этих сильнодействующих веществ к нам на территорию республики. Это достаточно большие партии они завозили и сбывали нашим молодым людям. Завершая встречу, участники пришли к единому мнению, что нужно, не откладывая, уже сейчас действовать сообща во благо нашей республики. Жители поддержали инициативу и обещали принять необходимые меры. В действительности, عادوا حجم حجيدي وذاك وشم يعني يقدوا الله ويديون شو الله خارس علينا واسر كان ديكور يعني توجني برايل طبعا حزموا مريبرياتش وحيج تحت بواج بو كيش ناخا ازوي دقيالوج سنا حدوالوج دو زي ملوت سنا خولوج بو بيد ملابر بزي ملاد بيد تقمش خلصو زي مارجا والله طبعا عن تحب احكي تحاشج حد يقم الله وفميخك طبعا سجوا علي يشيواتش Это не первая и не последняя встреча Общественного совета МВД Республики с жителями сельских поселений. Работа будет продолжаться, чтобы в ближайшем будущем, если не полностью искоренить, то хотя бы заметно уменьшить проблемные вопросы в регионе. Микаил Тангиев, Майрбек Миржоев, Новости 24. Госдума приняла правительственный законопроект о новой методике расчета минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума с 1 января. С Нового года МРОТ и прожиточный минимум будут рассчитываться исходя не из потребительской корзины, а из медианного дохода. Размер прожиточного минимума составит 42% от медианы заработной платы. Это 12 792 рубля. А прожиточного минимума в целом по России 11 653 рубля. В Карабулаке проверили объекты предпринимательства. В рейд вышли сотрудники налогового и экономического отделов городской администрации. Выявляли бизнесменов, не узаконивших свою деятельность и, соответственно, не оплачивающих налоги. Все подробности у Адама Мережкова.
Физлицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность без образования юридического лица. Это и есть ИП. И, конечно, должны быть в наличии все необходимые документы, которых нет у владельцев этого салона красоты. По крайней мере, их не видно. Как оказалось, сотрудники налоговой службы и экономического отдела городской администрации были здесь и раньше. Выявленные тогда замечания не устранены. Владельца салона на месте не оказалось. Уголок потребителя Андрея, что повесили. Почему нет? Я же не хозяйка. Я говорил хозяину, говорил вам, когда вот работники здесь были, что повесили, передали начальству. Никаких действий, значит, да? А это улица Джабагиева. Здесь уже сотрудники городской администрации продолжили рейдовое мероприятие по выявлению лиц, осуществляющих незаконную предпринимательскую деятельность. Поочередно заходя в каждый магазин, они первым делом просят показать патент. В ответ владельцы оправдываются – забыли дома. Это как раз и есть одно из нарушений. Уголок потребителя должен находиться на видном месте для покупателей. Сами предприниматели, увидев камеру, просто покидают место торговли или просят не снимать. Название фиатики. Секрет мод. Секрет мод. Секрет, да? Патент, заявление же патент, но доложить налогу позвонить может. Налоговики с нами, они не подпишутся. Ну а этот торговый павильон приятно порадовал визитеров. У самого входа покупатель здесь может увидеть разрешение на торговлю, право собственности и другие документы. Курейш Катиев признается, своим делом занимается уже 6 лет. В вопросах предпринимательства очень строг, как и к мерам противокоронавирусной инфекции. В ходе рейда проверяют и документы на земельные участки, и объекты капитального строительства. Выявлять незаконных предпринимателей сотрудники городской администрации начали с 7 декабря и продолжат эту работу вплоть до новогодних каникул. Мы проходили уже с 7 числа, у нас по плану проходят эти мероприятия. Выездные комиссии выезжали порядка 4-5 раз. За это время выявлено 7 объектов незарегистрированных, без документации. По ним проводится работа со стороны налоговой инспекции. То, что касается администрации города, проводим профилактические беседы для постановки на учет лиц, так как это является нарушением административным по статье 14.1. Люди должны, если занимаются предпринимательской деятельностью, ставить на учет. Они могут получить льготы в связи связанные с карантином. Там есть некоторые послабления по этому поводу. Незаконная предпринимательская деятельность, упомянутая в статье 14 Кодекса об административных правонарушениях, которая влечет за собой штраф до 2500 рублей. Амина Бокова, Адам Бережков, Адам Далаков. Новости 24. В Ингушетии отмечается резкий рост запросов на экскурсионные программы по горной части республики. По словам руководителя Комтуризма региона Беслана Мезиева, из-за условий, созданных пандемией, российский турист обратил свой взор на Ингушетию. Большое количество туристов в этом году прибыло из Санкт-Петербурга, их 60%, из Москвы 30% и 10% из Казани, Екатеринбурга и некоторых других городов. В Малгобеке по федеральной программе «Чистая вода» в рамках нацпроекта «Экология» строят водонасосную станцию. Это один из шагов по нормализации водоснабжения в городе. Поэтапная и комплексная работа предполагает строительство водоводов, чем сейчас и занимаются рабочие. На место выехал наш корреспондент. Новую водонасосную станцию строят в районе первого микрорайона города. Трубы тянутся, начиная с участка развилки Сагапши и до самой станции, а далее ведут к городскому резервуару. Протяженность всей линии более 7 километров. Работа, по словам прораба, идет с опережением графика. На данный момент у нас где-то осталось 500 метров уложить трубу диаметром 400 и плюс насосная станция. Если позволят погодные условия, работу останавливать мы не будем. Огороженная забором территория сейчас, а скоро здесь появится мобильная станция с 4 основными и 2 резервными насосами, что позволит значительно увеличить мощность водоподачи в городе. Согласно проектной документации, трубы уложат на глубине почти 2 метра. Следует отметить, что со специальной утолщенной стенкой в 4 сантиметра. Это снизит риск возникновения порывов при подаче воды под высоким напором.
Это полиэтиленовая труба, полиэтилен марки 100 на давление 16 атмосфер. Толщина этой стенки 45,4 мм. Длина 12-13, они по-разному бывают. Вот эта труба у нас пойдет от насосной станции наверх к резервуарам. Вот на каждую трубу мы получаем, на каждую партию получаем сертификат качества и плюс паспорт. Первую в городе водонасосную станцию строят по федеральной программе «Чистая вода» в рамках нацпроекта «Экология». Цель – обеспечение жителей качественным и бесперебойным водоснабжением. Данный водовод у нас в городе Малгобек, всем известно, что у нас перебои с водой. Данный водовод приведет к устранению проблемы. Я думаю, что проблемы будут решены, так как водовод ведется строительство на должном уровне. Заказчиком объекта является Министерство строительства Республики Ингушетия. Приходится из-за ветхости труб постоянно перекрывать воду. Это неудобство для граждан. При вводе в эксплуатацию в 2021 году данного объекта, я думаю, вопрос с водоснабжением города Малгобек будет улучшено значительно. Качество воды. Строительство объекта начали летом. Завершить весь фронт работ подрядчик планирует в начале 2021 года. Адам Мережков, Магомед Шаухалов. Новости 24. Этой премьеры ждали. Сегодня в кинотеатре «Дружба» прошел показ полнометражного ингушского фильма «Идеальный» по одноименному роману Берса Ивлоева. Оживить эту драматичную историю взялась молодой режиссер, клипмейкер Любовь Газикова. Картину уже успели оценить зрители. О судьбе учительницы Жанны, преодолении и прощении. Репортаж Даны Плиевой. Тебя тоже купили на эту повязку, да? А раньше ты по-другому говорил. История об обмане, любви и долге. Первый полнометражный ингушский фильм «Идеальный», вышедший на экраны кинотеатров только вчера, уже успел собрать целые залы. Затаив дыхание, зрители открывают для себя страницу жизни молодой учительницы Жанны, чье замужество обернулось обманом. Если ты когда-нибудь захочешь уйти, я тебя поддержу. Фильм снят на основе одноименного романа Берса Ивлоева. Нередко так бывает, что написанное на бумаге не просто отобразить в кино. Особенно характер персонажей, но тут все ровно наоборот. Фильм будто живая книга, признается Танзила Добриева, читавшая роман. Игра актеров и прекрасная режиссерская работа точно передали, что рисовало ей воображение. Море эмоций. Фильм мне очень понравился. И я еще хочу выделить, что у нас наши актеры очень хорошо играли свою роль. Мне очень понравилось. Особенно, знаете, мне кто больше всего понравился? Главные герои. Они так передали, это эмоции, все. Они были такими прекрасными. Я наблюдала за ними и думала, ну ребята молодцы. Были моменты, где можно было и посмеяться, где можно было поплакать, так как чувство жалости тоже сыграло свою роль. В принципе, фильм очень даже хороший. Для первого раза как раз таки, можно сказать, что даже очень хорошо. Режиссер киноленты Любовь Газикова. За ее плечами большой опыт создания короткометражек, съемки клипов, рекламных и социальных роликов. Среди актеров есть и профессиональные артисты, и выпускники ведущих театральных вузов страны. Но у большинства нет опыта в театре и кино. Несмотря на это, дебютом нового фильма зрители довольны, о чем говорят и отзывы в соцсетях. «Идеальный» — это тот фильм, который стоит посмотреть каждому. Есть только положительные отзывы, отрицательных нет. Уже после первых 3 минут просмотра фильма мне, как чувственному зрителю, стало плачевно и сердцещипательно. Настолько все было идеально передано. Да, фильм потрясает душераздирающей несправедливой ошеломленностью людей. А сама картина стала самой популярной в кинотеатре. Каждый день на дневной вечерний сеанс приходит около 100 человек. Очень много билетов, очень много желающих, потому что нас очень сильно бронируют его и онлайн. И фильм будет в прокате с 15 декабря по 28 декабря, поэтому все желающие могут прийти, посетить, все успеют. Разумеется, в период коронавирусной инфекции главное правило в кинотеатре – соблюдение всех мер защиты. Обязательно у нас в масочках, масочный режим и дезинфекция. В день по несколько раз мы все протираем, все предусматриваем, то есть полностью меры соблюдены у нас. Первым полнометражным ингушским фильмом большинство зрительской аудитории довольно, а те, кто еще не успел оценить ингушскую киноновинку, ждут в кинотеатрах Назрани. Дана Плиева, Адам Далаков, Новости 24. Ингушские боксеры завоевали 19 призовых мест на различных турнирах, проходивших в Ставрополе. Республику на соревнованиях представили 3 десятка спортсменов разной возрастной категории. В общем зачете наши ребята оказались первыми в СКФО. Идрис Ижиев продолжит тему.
Ссадины и синяки как доказательство тяжелейших выступлений на недавних турнирах по боксу. Ингушские юниоры сражались с представителями всех регионов России. На соревнованиях в Ставрополе наша республика выставила больше 30 боксеров разных весовых категорий. Несмотря на неполноценный тренировочный лагерь, спортсмены достойно выступили, завоевав много призовых мест. Этот год в этом плане у нас был очень сложным, потому что залы были закрыты. Почти больше времени у нас мы вообще не занимались, потом как были некоторые ограничения, занимались на свежем воздухе, в залах нельзя было заниматься. И последний период нам удалось все-таки позаниматься в спортивных залах, и как видите, вот показали ребята такой результат. Я считаю, для нашей республики на сегодняшний день достойный результат. Попасть на чемпионат России с такой целью ехал на первенство СКФО Магомед Алиев. Золото, конечно, приятный бонус в личную копилку достижений. Однако второе место также гарантировало ему выход на Россию. Сохранить силы с наименьшим уроном. С этой задачей Магомед справился. В итоге, без каких-либо трудностей, завоевав серебро. Подготовились, поехали. И боя, боя, ела боя. Чуть-чуть не хватило. Я доллар, харди на боя, боя подряд, ахтяс подряд. Ну ничего, делал это без путевки, ахай. Помимо первенства СКФО, в Ставрополе проходил ежегодный открытый новогодний турнир по боксу среди юниоров. По итогу 9 представителей Ингушетии завоевали призовые места. 5 ребят обеспечили себе золото. Среди них и Абдулмалик Тумгоев, завершивший выступление с 4 победами подряд. 4 боя у меня, из них 4 победы. В третьем бою я выиграл, это призер России. Чемпион, призер России, он был хороший соперник, но сил хватило его выиграть. Была пандемия все-таки, залы были закрыты. Не помешало это тебе хорошо подготовиться? Нет, не помешало. Я просто усиленно тренировался в нашем зале, готовился к соревнованиям. Подметил свои ошибки, которые надо исправить, чтобы выступить еще лучше? Да, есть ошибки, выносливость, и надо выносливость подкачать, и физику тоже не хватает чуть-чуть. Также наши ребята взяли 8 призовых мест на открытом турнире на призы мастера спорта международного класса Виктории Усаченко. В общей сложности 19 медалей. Это больше, чем у любого другого региона страны. Это лишний раз доказывает, что ингушская школа бокса является одной из лучших в СКФО. Идрис Ижиев, Адам Далаков, Новости 24. Следите за новостями на канале Ингушетии и до встречи в эфире.